Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 октября. Это у нас будет среда. Смотрим все знаки зодиака от Овнов до Рыбок по очереди. Смотрю в двух частях. Это первая часть. Овны, 11 октября, среда, события дня. Мгновенная весть, какая-то новость придет к вам в среду. И конвертик, получение информации, новости, какого-то документа. Весы нельзя. Деньги, получение денег, может быть смс-ка об этом. Удача. Деловая встреча. И проверяем периметр. Любовь. Два сердца. Интимную связь нельзя. Шарики нельзя. Чемодан нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас придет какое-то сообщение, может быть, там смс или письмо на почту с информацией. Дальше у вас будет получение, события, связанные с финансами, счастье, удача, любовь и деловая встреча. Вот такой день. В принципе, все события у вас со знаком плюс. Прошу прощения. Смотрим дальше. Дальше у нас идут тельцы. Одиннадцатое октября, тельцы, события дня. Неприятность, первое событие, расческа. Тут два варианта: цыпленок и лебедь. Ну, я первого его увидела, оставляю. Если вы увидели цыпленка, это семейная жизнь, семья, дети, общение. Любовь. Любовь, верность. В личной жизни все будет отлично, похоже, у вас. Разочарование. Ну, тут понятно, да, то есть печаль, разочарование. Ну, из-за неприятности. Приглашение. Успех. Успех в работе, в делах. Деньги. Новость. Якорь. Угу. Якорь, возможно, вас что-то будет держать. Да, то есть это и будет неприятность. Какой-то якорь появится в этот день у вас. Значит, смотрите, из плюсов, да, то есть у вас показывает все хорошо в личной жизни, любовь, верность, все хорошо в работе, успех, да, то есть успех, победа, деньги, события, связанные с финансами, новость, приглашение куда-то,
А из минуса показывает, что у вас может произойти неприятность, вы будете разочарованы чем-то, и вас что-то будет держать. То есть неприятность – это якорь. Ну, понимаете, да, что такое якорь? Это когда ты не можешь сдвинуться с места. Вот это будет ваша неприятность. Так что вот так. Благодарю за внимание. Тельцы, перехожу к близнецам. Близнецы. 11 октября. Близнецы. События дня. Прибыль у вас выпадает первое событие. Казенный дом, посещение госучреждения. Может быть, это банк, например. Дорога, поездка. Змея. Хорошие новости. Тайное свидание нельзя. Конфликт. Может быть, конфликт со змеей. Здесь не вижу. Значит, смотрим. Первое событие. Финансовые поступления будут. Будет посещение госучреждения, ну или какой-то контакт. Хорошие новости. Поездка. Общение с человеком, у которого длинный, да, такой острый язык. Возможно, что-то съязвит, скажет неприятно, да, то есть будет конфликт из-за этого. Ну вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Раки, 11 октября. Среда, события дня. Покажите мне. Будильник. Какая-то проблема может быть со временем у вас в среду. Интимная связь, может быть, проспите. Не услышите будильник. Исполнение желания. Получение. Сбивает меня, видите, вот совпадение, вот совпадение, вот совпадение. Ну ничего нельзя соединить. Смотрю, вроде картинку вижу, а соединить нельзя. Так, рыба, скользкое дело. Хитрость, обман. Дорога. Может быть, у вас дорога на определенное время, куда-то надо приехать.
слезы. Подарок. Здесь не вижу. Значит, событий много. 4-8 событий. Значит, первое событие — подарок. Второе — проблема со временем. Может что-то смещаться, передвигаться, вы можете куда-то не успевать, поэтому правильно рассчитывайте время. Интимная связь, исполнение желания, получение, поездка. Это может быть получение какого-то документа, получение новости. Это может быть просто бумага на руках. Да, например, там паспорт, билет. Тоже вот может быть. Еще нашла, смотрите, ссору. 9 событие. И из минуса, это все было плюсы. Из минуса у вас получается проблема со временем, скользкое дело, да, какое-то вот заманчивое предложение, но оно закончится слезами и ссорой. Поэтому вот будьте осторожны. Если что-то будет предлагать такое прям, ну, очень заманчивое, надо быть начеку, потому что рыба показывает, вас пытаются обмануть. Потом будете слезы лить. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к львам. Львы. Одиннадцатое октября, среда, события дня. Печаль, первое событие. Что-то может вас очень сильно расстроить в этот день. Интимная связь. Кровать. Исполнение желания. Слезы. Колокольчик нельзя. Дорога еще есть. Значит, смотрите, что получается. Может быть какая-то печаль, слезы. Ну, не знаю, события не показали, что это может быть. Но что-то вас может очень сильно расстроить, вот прям до слез. Дальше может быть исполнение желания, интимная связь и поездка в этот день. В принципе, события хорошие, а слезы, печаль непонятно почему. Может быть, это с вами лично не будет связано, а у кого-то что-то произойдет, и вы, да, вот расстроитесь из-за кого-то из близких, может быть. Благодарю за внимание, и вот перехожу к девам. Дева, 11 октября. События дня для дев. Среда, девы.
Обман выпадает. Первое событие. Маска. Неприятность. Ну вот вам, пожалуйста, то есть неприятность какая? Вас могут обмануть. Поэтому будьте осторожны, то есть не доверяйте людям. Видите, люди одевают маски, чтобы запудрить вам голову. Надежда. Подсвечник. Ну, одна надежда только остается. Домик. События, связанные с домом. В доме события, может быть. Приглашение. Приглашение на это событие. Может быть, у кого-то дома будет какое-то событие. Нерешенный вопрос. Цепь. Змея. Так, сейчас я еще проверю здесь. И будем с вами смотреть, что получилось. Удачу нельзя. Интимную связь можно. Но надо тут все мне попереставлять. Интимная связь. Нет, нет. И здесь нет. Получается, в этот день может быть интимная связь, может быть неприятность, обман, предупреждение для вас. Надежды будут на этот день, приглашение, какое-то мероприятие, событие, нерешенный вопрос и общение со змеей. Может быть, да, вот на этом событии будет человек такой, знаете, острым на язычок, да, то есть кто-то в компании будет. Может еще показывать по году рождения, да, то есть человек-змея, и может еще показывать медиков тоже иногда. Так, знаете, что еще хочу посмотреть? Нерешенный вопрос. Далеко, все. То есть в этот вопрос решится не скоро. Видите, далеко друг от друга ножнички. В разных рядах, да, то есть плюс еще разделяют две карты. Так что, скорее всего, что на этой неделе, да, вот этот вопрос, он не решится. В среду, который должен решаться. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Я уже для вас оставила ссылочку внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.